Доброе утро, Якутия! С последним календарным днем лета вас! Сегодня 31 августа, середина недели. Пусть теплые деньги еще радуют нас, а осень одаривает богатым урожаем ягод и грибов. В этом году их, говорят, очень много. Делитесь фотографиями своего урожая. Мы обязательно покажем их нашим телезрителям. Ну а для тех, кто планирует продлить себе лето и уехать путешествовать по стране, мы расскажем, как воспользоваться обновленной программой туристического кэшбэка. Узнаем, почему растаял знаменитый Булус в Хангаласском районе и какими неприятностями может грозить таяние наледей. Рубрика «Даты и события» напомнит, чем знаменателен день 31 августа в календаре. Доктор Татьяна Кехтер расскажет о первых симптомах такого грозного заболевания, как туберкулез. А еще один утренний гость в студии убедит вас принять в предстоящем 4 сентября велодне участие, которое инициирует наш телеканал «Якутия-24». Давайте начнем, как всегда, с погоды. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 4,8 градусов со знаком плюс. В Заречной группе от 6 до 11 тепла. В южных в это утро в Валдане 0 градусов, в Нерюнгри плюс 3. В Вилюйской группе от 4 до 6, в Нижнеленских от 5 до 6, в западных 2-4 тепла. Колымо-Дигерская группа Улусов плюс 2, плюс 10 градусов. В Янских от 5 до 10, на северо-западе от 5 до 10 градусов выше 0. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 6 градусов тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду с порывами до 13 метров. Днем температура воздуха остановится на отметке плюс 13, плюс 15 градусов. Погода уже к осени. Как же продлить теплые деньки лета? Повезло тем, кто только собирается в отпуск в теплые края, ну или даже планирует отдохнуть в санатории где-нибудь у нас в Якутии. Тем более, что стартовала обновленная программа туристического кэшбэка, по которой можно возвратить часть потраченных на отдых средств. Кстати, в эту программу попал и якутский санаторий Чебдик. Санаторий Чебдик – один из первопроходцев этой федеральной программы у нас в регионе. Сегодня, благодаря реализации этого проекта, санаторий смог накопить деньги на ремонт и модернизацию материально-технической базы. Мы участвуем уже, это можно сказать, 3-я программа, а 2-й год мы участвуем. В прошлом году это был детский кэшбэк, детский санаторно-оздоровительный лагерь, и осенью это был для взрослых. И очень хорошо мы отработали в этом году зима-весна. Вот поэтому мы воспользовались такой возможностью. За период зима-весна программы кэшбэк, конечно, мы сейчас можем позволить себе войти в ремонт. То есть это у нас время простое. Мы можем войти в ремонт и кое-что приобрести из оборудования, совершенно верно. А пока санаторий на своем официальном сайте реализует новые путевки по туристическому кэшбэку и откроет свои двери уже 15 сентября. Мы за сезон можем принимать порядка 85 человек. Люди могут прийти за оздоровлением, то есть восстановление после ковидной инфекции, состояние после перенесенных каких-то острых заболеваний. Как отмечают туроператоры и турагенты, в начале реализации этой программы якутяне не особо охотно пользовались программой. И вот, начиная с прошлого года, со 2-го этапа реализации проекта, он, можно сказать, выстрелил и у нас в регионе. В этом году, которая была у нас весной, пользовалась большой популярностью, потому что июнь входил. То есть это летний период, когда у якутян отпуски. И очень много людей ездило к морю, естественно, это Сочи, санаторно-курортные. У нас больше туристы ездят, конечно, во Владивосток, к Японскому морю. То есть это находка Владивосток. Между тем, осенняя программа туристического кэшбэка не отстает по спросу от предыдущих. Здесь большим плюсом являются осенние скидки авиаперевозчиков, а также наличие субсидированных авиабилетов. В основном это у нас санаторно-курортные, то есть по всем регионам России. И в этом году популярностью пользуется кэшбэк на экскурсионные туры в Дагестан. Предлагает и море, в летний период это Каспийское, и горы. То есть можно объединить их. И в этом году, например, осенью это уже не море, это горы. И у якутян большой интерес
по экскурсиям именно в горы. Все-таки осенний период, так как есть субсидии, больше все равно по кэшбэку пользуются у нас пенсионеры. То есть это отдых в санатории плюс билеты по субсидии, которые сейчас на октябрь, на ноябрь есть. То есть получается выгоднее. Так что, если вы решились отдохнуть этой осенью, то у вас есть все шансы воспользоваться максимальными скидками. Но для того, чтобы словить такой куш, вам надо уже определиться с местом отдыха. Ведь программа «Туристический кэшбэк» имеет свои рамки. Дмитрий Тымыров, Виктор Дичковский, Семен Семенов, Якутск. Как же воспользоваться обновленной программой туристического кэшбэка? Об этом мы спросим нашего гостя. В гостях у нас Дмитрий Громов, генеральный директор Республиканского агентства развития туризма. Доброе утро. Доброе утро. Для начала расскажите, чем эта программа отличается от тех, которые были заявлены 2 года назад. Вот сейчас сказано, что она новая, обновленная. Что новое появилось? Программа «Туристический кэшбэк» — уникальная программа Федерального агентства развития туризма. Она отличается в этом году тем, что повышен кэшбэк за объекты размещения и курорты Дальнего Востока. Например, если 3 года назад, когда только-только этот проект начинался, была скидка, кэшбэк имеется в виду, возврат 20%, не более 20 тысяч. Сейчас же на Дальнем Востоке эта сумма увеличена в 2 раза, то есть до 40 тысяч рублей можно вернуть за тур. А уже за этот период времени действия подобной программы сколько человек уже обратились, сколько средств было возвращено? Здесь чуть-чуть нюанс. Программа кэшбэка работает именно направлена на то, чтобы стимулировать спрос на объекты размещения во время межсезонья, то есть во время низкого сезона. Первая партия у нас была весной, а сейчас начинается осенняя партия. Это с 25 сентября до 25 августа до 10 сентября нам необходимо успеть купить туры на всю Россию, включая Дальний Восток, на период с 1 октября до Нового года. То есть, если я хочу в декабре поехать отдыхать на лыжах, Алтай, например, покупай сейчас до 10 сентября. Или же я хочу сейчас во Владивосток поехать на октябрь, начало октября месяца, тоже надо успевать до 10 сентября. Но, например, если я Алтай покупаю, то возвращается не более 20 тысяч рублей или не более 20% от стоимости путевки. От чего это зависит? Так устроена программа. Именно для того, чтобы стимулировать внутренние... Нет, от чего зависит, когда возвращаются именно до 20 тысяч рублей, а когда именно 20% с покупки. Если, допустим, я билеты приобрела за 40, мне вернется 8 тысяч. 5 тысяч. Ну да, около 5. 5 тысяч, но не более 20 тысяч. Например, если путевка стоит, грубо говоря, 300 тысяч, то возвращается только 20 тысяч, потому что базовая сумма это не более 200 тысяч получается стоимость. То, что выше, уже под кэшбэк не попадает, потому что ограничение по сумме у нас идет. Ну, грубо говоря, если путевка будет стоить 80 тысяч, 18 тысяч у вас уже вернется на Дальний Восток, а 9 тысяч вернется уже на всю остальную часть России. Вообще, как якутяне у нас активно пользуются данной программой и вообще спросом как раз-таки на путешествия по стране? Что интересно, да. Статистика показывает то, что вот если 3 года назад у нас, когда только-только кэшбэк начинался, информации было мало. Но за 3 года уже люди научились пользоваться картой МИР, научились пользоваться дополнительными сервисами, которые есть. И в этом году показатель по сравнению с прошлым годом почти 3,5 раза больше. Для тех, кто слышит, как я, об этой программе уже не первый раз, но никогда не вникал в подробности. Сейчас у нас есть замечательная возможность приобрести билеты, как раз-таки обеспечить себе бархатный сезон, Да. бабье лето, съездить отдохнуть, либо отметить Новый год где-то на территории страны. Что нужно для этого сделать? Все очень просто. Когда в первую очередь надо зайти на сайт mirpутешествий.рф, это официальный сайт Федерального агентства по развитию туризма или по-другому Ростуризма. Там выбираете город, полностью список отелей или курортов, где можно разместиться. Там отображается, спокойно заходите на эти сайты и там оплачиваете уже прямо на том же сайте, оплачиваете через вашу карту МИР. То есть только через сайт. Если я просто с картой подойду в тот же самый отель или туристическое агентство и оплачу, это не засчитается? Это засчитается, потому что данные отели, которые отображены в списке, они уже в системе. То есть вы можете физически подойти, например, в городе Якутске, вот только что сюжет был в Чердик, вы можете подойти прямо в Чердик, или же онлайн вы можете сделать это на сайте. Они уже в системе. Просто сайт показывает уже полный список того, что есть в данном регионе доступно по системе кэшбэка.
Какие сроки возможности воспользоваться этим кэшбэком? Приобрести билеты вот так вот выгодно? Сейчас стартует осенний сезон, это дата уже началась, 25 августа, успеваем до 10 сентября. Это успеваем для того, чтобы оплатить. Деньги, кэшбэк, в принципе, уже с 11 числа уже начинает возвращать вам же на карту. Даже если у меня вылет 12-го? Да. Мгм. А вылет будет уже с 1 октября до Нового года. Важны ли маршруты? Особо нет. Даты, на которые я приобретаю, если сейчас в сентябре, я приобретаю на декабрь. Как Без хотите, разницы. без разницы. Там несколько уже. Самое интересное то, что кэшбэком можно пользоваться неограниченное количество раз. То есть, например, вы выбрали 5 дней во Владивостоке, потом 3 дня в Хабаровске, это уже отдельный кэшбэк будет, а потом уже дальше вылетаете в Краснодар, например, или в Москву. Там уже это уже 4 раза можете воспользоваться. То есть за оплату каждого маршрута мне возвращается кэшбэк. Да, за каждую операцию, за каждую транзакцию. Это очень приятно и очень удобно. А в программе можно участвовать один раз или несколько раз за год. Допустим, кто-то захочет поехать и на майские праздники, а кто-то, опять же, поехать еще и в сентябре. Или же раз в год только можно воспользоваться? Неограниченное количество раз один человек может воспользоваться. Только что сказал то, что можно маршруты менять. Угу. Каждая операция будет уже по отдельному, это как отдельная транзакция. Сейчас идет как раз только осенняя. Весенняя акция пройдет уже в следующем году. Пока сейчас есть окно возможности приобрести путевки на период с 1 октября до конца года. Угу. Но успеваем плачивать до 10 сентября. То есть все маршруты и все отели, в которых можно размещаться, а также санатории, можно посмотреть на сайте Мир Да. путешествий. Никуда не надо ходить, просто зайти на сайт. Сайт полностью все покажет. Мир путешествий РФ. Как, на ваш взгляд, это поможет стимулировать внутренний туризм? На самом деле уникальная программа, потому что действительно те меры поддержки, которые были до, они подразумевали то, что вот местный бизнес, извините, сделайте, пожалуйста, скидочку. А здесь, получается, местный локальный бизнес, он ничего не теряет, выставил свою цену, а кэшбэк, возврат идет уже от третьего лица, от платежной системы МИР. Они уже взаимодействие с Ростуризмом, полностью отражая, какие операции были, они сами уже взаимодействуют, и клиент при этом никуда не ходит, просто сразу картой оплатил, и на карту вернулась. Никуда ходить не надо. И ничего доказывать не надо. Большое спасибо. Вы знаете, это действительно очень интересно для тех, кто не успел летом отдохнуть. Как раз-таки после того, как мы прервемся на небольшие новости, мы узнаем, как же нам можно отдохнуть до конца этого года по выгодным маршрутам и по выгодной цене. Оставайтесь с нами. Доброе утро, вы смотрите новости. Усть-Алданский район готов к отопительному сезону. В Якутии приближается суровая зима. В связи с этим филиалы жилищно-коммунального хозяйства и частные предприятия усиленно к нему готовятся. А в некоторых улусах уже начали работу теплоснабжения. Так, с положением в Усть-Алданском районе ознакомился Дмитрий Садовников и провел заседание со штабом по подготовке к зимнику. Социальные объекты, многоквартирные дома и частные секторы обеспечат теплоснабжением 9 предприятий, в том числе и филиал ГУП ЖКХ. По заверениям руководства штаба района оценивается, что район готов к отопительному сезону. И мы уверены, что мы отопительный сезон спокойно можем пройти. Также проинспектировали ремонтные работы регионального характера. Работы ведутся предприятием. Они работают в контакте с администрацией района. Администрация района тоже следит за ходом ремонта. В Якутии крымозаготовительная работа продолжается. Всего на сезон было запланировано 443 тысячи тонн сена. По оперативным данным, заготовлено около 70% от общего плана. Силоса заготовлено 14 тысяч тонн, сенажа 4 тысячи тонн. Сложная ситуация складывается в Кобяйском, Вилюйском и Горном районах. Лидерами в крымозаготовительной кампании являются Амкинский, Намский и Хангаласский районы. Силами сформированных мобильных бригад рассчитывают заготовить около 45 тысяч тонн. По объективным причинам есть отставание от прошлого года. Оно составляет 3000 тонн. Ну, это из-за того, что в основном 10 тысяч тонн не заготовлены в Вилюйском улусе по отношению к прошлогоднему году. Есть большое отставание по Кобяйскому улусу.
Верхнеулюйский улус и Мегино-Кангаласский улус, они отстают на 2000, ну, по 2000 тонн сена. К слову говоря, в бюджете республики предусмотрены выплаты мобильным бригадам, которые заготавливают сено на отдаленных участках. Как отметил Айсен Николаев, всем пострадавшим районам, это ряд Вилюйских, Верхневилюйских и Кобяйских, принято решение о создании мобильных бригад. Они должны заготовить 55 тысяч тонн сена. Доплата из республиканского бюджета. Будет решение принято о 80 миллионах рублей. В Якутском онкологическом диспансере установили новый маммограф. Аппарат поступил в рамках нацпроекта здравоохранения. Это первый российский цифровой маммограф с функцией томосинтеза и биопсии и способен обеспечивать высококачественное рентгеновское изображение. Он позволит повысить уровень диагностики онкологических заболеваний молочных желез. В дальнейшем в онкодиспансере планируют обустроить рентгенографический референс-кабинет для связи с маммографическими кабинетами других районов республики. Благодаря его высокой точности, удобству при работе в различных проекциях, достигается улучшение дифференциальной диагностики заболеваний молочной железы и достигается снижение количества необоснованных направлений на инвазивные исследования, а также ложноположительных диагнозов. Мы продолжаем далее. До новостей мы говорили о программе обновленного туристического кэшбэка. Гость нашей студии Дмитрий Громов, генеральный директор Республиканского агентства развития туризма, рассказал нам много очень интересного и полезного. И что мы узнали, это то, что санаторий Чипдик также вошел в программу обновленного кэшбэка. Можете рассказать об этом более подробно и какие еще направления по республике будут в эту программу добавлены? На сегодняшний день уже список участников уже сформирован, поэтому открылись продажи с 25 августа. У нас от республики 2 туроператора, именно официальные туроператоры могут войти в этот список. Это 2 туроператора и 5 объектов размещения. Объектов размещения, это имеется в виду там, где человек может заночевать. Это или гостиницы, или же как раз-таки санаторно-курортные направления. Есть ли интерес у туркомпании? Будет ли этот список расширяться? На этот сезон уже все, уже зафиксировано. На следующий сезон также будем увеличивать. На объекты размещения, то есть это гостиницы, санатории, они обязаны быть классифицированы. У нас как раз в республике есть маленькая проблемка, что не все объекты размещения имеют классификацию. В этом направлении агентство туризма и Министерство предпринимательства ведем большую работу, графики поставили, соответственно, количество классифицированных объектов у нас будет увеличиваться. Что такое классифицирование? То есть это соответствие стандартам согласно федеральному закону. То есть наличие там постельного белья, обмен, там, полностью внутренние процессы и так же, как и внешние процессы, которые обычный человек может воочию видеть. Вот. Насколько мне известно, в прошлом году была подобная программа, но она касалась именно детского отдыха. Это та же самая программа или же это обновленная? Что можно было вернуть? В отличие от туристического кэшбэка, детский кэшбэк, он отличался. Там сумма возмещения была до 50%. И не было ограничений по сумме. То есть, если даже лагерь, априори лагерь за 100 тысяч это почти не существует. Но, например, если путевка в лагерь стоит где-то 80 тысяч, половина полностью возвращалась. До 50%. Эта программа продолжила свое действие? Да, примечательно то, что в прошлом году, если по детскому кэшбэку было приобретено 978 путевок, то в этом году почти 2 раза больше, 1980, почти 2000 путевок было приобретено. То есть популярность детского кэшбэка увеличится. Примечательно то, что после пандемии у нас многие лагеря успели вклиниться здесь. Необходимо отметить хорошую работу Министерства образования и Министерства предпринимательства нашего региона. И уже многие лагеря, благодаря этой программе, они гарантировали себе и рабочие места, и обеспеченность своих лагерей. И таким образом на следующий сезон у нас есть планы по увеличению и сезонов детских лагерей, и появлению новых лагерей. Ну и завершая наш разговор, давайте напомним нашим телезрителям, где можно узнать более подробную информацию о проводимой акции, программе. Полностью весь список участников, которые по каждому городу есть, они указаны на сайте Ростуризма. Сайт называется «Мир путешествий РФ». Очень просто. Или же просто в поисковике набираем «туристический кэшбэк», и полностью в первую очередь этот сайт выскакивает. И там полный перечень того, в каких гостиницах можно остановиться, какими туроператорами можно воспользоваться, или же какие агрегаторы есть.
Большое вам спасибо. Мы двигаемся далее. Одним из наилюбимых мест отдыха в нашей республике, особенно в летний сезон, был ледник Булуз. И вот как одно из мест в Хангаласском Улусе тысячи якутян, туристов каждый год любуются красотами природы, не тающей ледяным озером в 30-градусную жару. Но вот на днях новость о том, что Булуз полностью растаял, озадачила многих. Что это? Результат глобального потепления климата, человеческий фактор? Что мы знаем о таком явлении, как наледи, где они еще в Якутии есть и каково мнение ученых, узнавала Туяра Филиппова. Природные наледи, которые не тают даже знойным летом, в Якутии явление нередкое. Самая большая наледь в России и вторая по величине в мире находится в Момском районе. Большая Момская наледь Улахан-Тарын площадью в 100 квадратных километров, длиной 26 километров поражает не только своими объемами, но и невероятной красотой. А наледи образуются когда? Когда вот в зимний период вода постепенно наслаиваясь друг на друга, образует такие вот мощные линзы льда. Вот, к примеру, взять Тарын, наледь, Момскую наледь. Ее в отдельные годы мощность достигает более 100 километров. В мире наледи распространены там, где есть отрицать температуру и есть снег. Вот тогда там можно ожидать наледи. Но для территории Якутии это наиболее крупные наледи. Вот Момская наледь, как пример. Похожие на момские наледи, но меньшие по объему, есть и в других местах Якутии. Больше всего их на северо-востоке республики. Встречаются они и на юге, и в западной части республики. К примеру, в Верхневилюйском Улусе местность Мусаппа, где лед также не тает даже летом, давно является излюбленным местом отдыха не только для приезжих туристов. Фотосессии и видеосъемки здесь часто устраивают и сами местные жители. Где еще, как не в Якутии, увидишь такое? Была в разных странах, но такой красоты, как у нас в Якутии, нигде не видела. А насколько эта красота долговечна? Знаменитый Булуз в конце августа полностью растаял. Как говорят старожилы, такого не было уже многие годы. Однако то, что происходит в последние 2 года, говорит об обратном. В 2000 году лед растаял примерно в это же время, а в прошлом году и того раньше, 4 августа. Как считают ученые, процесс таяния вполне закономерный, ведь в последние 100 лет повсеместно отмечается повышение среднегодовой температуры воздуха и, как результат, увеличение глубины сезонного протаивания льда. Влияет на скорость оттайки и человеческий фактор. Действительно, вот когда туристы приходят, они как-то не очень заботятся о чистоте. Бросают банки там туда-сюда, и потом там служба, видно, есть, которая постоянно очищает эту территорию от мусора. Но вместе с тем ученых тревожит состояние не только природных наледей. Больше всего их беспокоит возникновение техногенных, которые образуются в городах в результате прорыва водопроводных и тепловых труб под зданиями каменных домов. Та вода в наледях, которая образуется, антропогенная, она, значит, летом тает, просачивается в воду, и на поверхности мерзлоты, на нижней границе сезонного талого слоя, она слоем накапливается, а зимой промерзает. И вот этот свайный фундамент начинает силу. А когда вода превращается в лед, увеличивается в несколько раз в объеме. И начинается пучение, особенно это заметно по краям каменных домов. И по мнению специалистов, настало то время, когда экологические и техногенные проблемы требуют к себе пристального внимания не только со стороны ученых, политиков, экоактивистов, но и всего населения. Ведь от осознанности и ответственности каждого зависит наше общее будущее. Туяра Филиппова, Джулус Иннокентьев, Нюргуяна Романова, Якутск, Верхневилюйский Улус. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают ветеринары. Мы поздравляем всех с этим праздником. О том, какими еще датами и событиями отмечен 31 августа, узнаем далее. На календаре 31 августа. Сегодня отмечают День блога. Идея праздновать этот день появилась в 2005 году, когда активные пользователи усмотрели в слове «блог» цифры 3108, поэтому и датой праздника установили 31 августа.
Также сегодня отмечают День ветеринарного работника в России. По народному календарю сегодня Флор и Лавр – лошадиный праздник. На Руси Флора и Лавра почитают как покровителей лошадей. Этот день считался последним для полевых работ. Этот день в истории. В 1907 году, 31 августа, образован военно-политический блок «Антанта». В 1914 году в этот день Санкт-Петербург переименован в Петроград. 31 августа 1920 года считается днем рождения первого русского танка. В тот день из ворот цеха завода «Красная Сормова» в Нижнем Новгороде выехал легкий танк, ставший первым серийно выпускавшимся танком в России. В 1935 году в этот день донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, что послужило началом стахановского движения в Советском Союзе. В 1986 году, 31 августа, в Новороссийской бухте затонул пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов». В результате столкновения двух судов погибли 423 человека. По заключению специалистов, причиной трагедии стали неверные действия капитанов судов. В 1990 году в Берлине состоялась торжественная церемония подписания договора о вхождении ГДР в состав ФРГ. В 1997 году, 31 августа, в автомобильной катастрофе погибла принцесса Диана. В этот день родились Гай, Юлий, Цезарь, Август, Германик, Калигула, древнеримский император. Александр Радищев, русский писатель, философ, поэт, революционер. Матильда Кшесинская, русская артистка балета и педагог польского происхождения. Ричард Гир, американский актер. Именины сегодня у Георгия, Григория, Дениса, Евгения, Емельяна, Ивана, Илариона, Льва, Макара, Михаила и Ульяны. Листаешь календарь событий, иногда узнаешь много любопытного. Вот, например, вы знали, что в Якутске мог появиться памятник первому царю династии Романовых Михаилу Федоровичу? Оказывается, идею его установки обсуждали ровно 110 лет назад. В этот день, в 1912 году, на инородческом съезде, созванном в Якутске по случаю 300-летия дома Романовых. Почему памятник так и не появился и как увековечили эту значимую для страны юбилейную дату в Якутии, узнаем в рубрике «Столетие ЯССР». Как же отметили 300-летие дома Романовых в 1912 году в Якутии? Заседания областного инородческого съезда были посвящены обсуждению именно этого вопроса. И в прениях выступило 23 лектора, пришли к 3 выводам. Во-первых, соорудить памятник первому царю династии Романовых Михаилу Федоровичу. Во-вторых, издать книгу об истории Якутии. И в-третьих, учредить стипендии для учащихся и студентов низших, средних и высших учебных заведений. Остановились на 3-м предложении, а первые и вторые решили отложить до следующего съезда. Остановились на 3-м предложении, потому что они посчитали его именно основанием для развития подрастающего поколения. Было решено обратиться к инородческому населению Якутской области с предложением производить ежегодный сбор по 5 копеек с ревизской души в течение 10 лет. По расчетам, эта мера должна была собрать в год 6 тысяч рублей. Оживленную дискуссию вызвало определение количества стипендий по учебным заведениям и их размер. Вариантов было много. Были те, кто настаивал на назначении стипендий только студентам юридического и медицинского факультетов. Что же касается других факультетов, как, например, физико-математический, то посчитали, что Якутии звездочеты не нужны. Будущий лингвист Семен Андреевич Новгородов, подчеркнув важность для развития экономики и культуры области подготовки физиков и математиков из числа коренных жителей, предложил конкретно не указать специальности. Съезд учредил 24 стипендии имени юбилея дома Романовых сроком на 10 лет. На этом сегодняшний выпуск рубрики заканчивается. Отличного всем дня. До следующих встреч.
Доброе утро всем тем, кто только присоединился к нашему эфиру. Сегодня 31 августа, среда. Многие, у кого есть дети и внуки, проведут сегодня день в заботах, готовясь к предстоящему 1 сентября. А подготовиться надо не только формой, купить учебники, тетради, но и медицинскую карту. В преддверии нового учебного года дошкольникам и школьникам, как правило, ставят манту и проверяют на наличие инфекции туберкулеза. Процедура не из приятных, но крайне необходимая. Ведь по всем прогнозам Всемирной организации здравоохранения, озвученными еще в начале пандемии, выявляемость туберкулеза из-за карантинных мер может снизиться на 50%. Поэтому родителям тем более надо быть внимательными к своему здоровью и здоровью своих детей. Какие симптомы должны насторожить и в каких случаях манту может дать положительный результат, узнаем далее. Туберкулез распространяется от человека к человеку по воздуху. При кашле, чихании или отхаркивании люди с активной формой выделяют микробы в воздух. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь несколько таких микробов. Симптомы активной формы туберкулеза. Хронический кашель 3 и более недель, сухой, а затем с выделением мокроты, кровохарканье, одышка, боль в груди, повышение температуры, потливость в ночное время, потеря веса, слабость, потеря аппетита. Для диагностики туберкулеза проводят исследования, флюорографию, рентген, компьютерную томографию пораженных органов, например, легких. На снимках наблюдается очаг поражения. Проба манту – это введение под кожу туберкулина, который представляет собой экстракт белков, характерных для всех видов микобактерий. Через 48-72 часа после введения определяется узелок вместо инъекции. Большой размер узелка, покраснение свидетельствует о наличии напряженного иммунитета, то есть, что организм активно взаимодействует с возбудителем, то есть человек инфицирован. Однако результаты пробы манту могут быть ложноположительными, так как многие протеины, входящие в состав туберкулина, можно обнаружить у различных видов микобактерий. Диаскин-тест – суть процедуры точно такая же, как и в случае пробы манту. Однако точность реакции манту 50%, точность диаскин-теста 90%. Лучшей профилактикой болезней, а в том числе и туберкулеза, является здоровый образ жизни и активные занятия спортом. Наш телеканал «Якутия-24» инициировал проведение республиканского велодня. Он пройдет 4 сентября в Якутске. О том, почему нужно принять в нем участие, что дает человеку занятие велоспортом, мы поговорим с нашими утренними гостями, представителями и участниками велоклуба «Алмаз Регионбанка» Марианой Никитиной и Анатолием Сергеевым. Доброе утро! Доброе утро! Ну, во-первых, мы знаем, что у вашего предприятия есть свой велоклуб. Как он образовался? От кого была инициатива? Сколько на сегодняшний день в нем участников? Ну, вся наша история нашего велоклуба началась с того, что мы создали небольшую группу в WhatsApp из 15 человек. И после этого мы потихонечку начали уже разрастаться. Да, вот у нас в Алмаз Регионбанке действует well-being программа. Это что? Это поддержка работодателя своих сотрудников в реализации их хобби, клубов по интересам, ну и не только, да. Вот. И вот благодаря этой программе другие сотрудники банка узнали про наш велоклуб, нас стали узнавать, да, присоединяться к нам, и теперь нас целых 42 человека, да. Да. Здорово. А вот как проходят ваши велопробеги? Это соревнования или же это просто совместные коллективные поездки? Нет, это у нас никаким образом не соревнования. Мы просто также пишем в группу в WhatsApp и собираем участников, кто желает с нами поехать. И потом в зависимости от этого мы составляем список, кто что берет, и выбираем маршрут, но такой, чтобы смогли осилить все, потому что опыт участников у всех у нас разный. Кто-то долго уже ездит, кто-то не очень. Да. И это никак не соревнование, это даже, возможно, со своей точки зрения тимбилдинг, да, потому что мы всегда друг друга ждем, пока едем, поддерживаем. Вот, например, когда был случай, что я первый раз решила принять участие в велопробеге, да,
велоклуба АЭП. Вот, но была не подготовлена, сиденье мое было совсем не подготовлено, да, то есть где-то на половине пути мне уже стало плохо в одном месте, вот, но как раз-таки у Толи был подготовленное сиденье, и он как бы по-джентльменски предложил мне поменяться сиденьями, и таким образом я в целости и сохранности вернулась в Якутск, вот, поэтому вот, да, советуем всем организациям также добавить. По каким маршрутам чаще всего вы выезжаете на такие вот вылазки? Ну, мы по разным маршрутам ездим, но у нас есть небольшая традиция уже, то, что мы частенько выезжаем на Усть-Хатын, вот, но мы пытаемся сделать не один какой-то маршрут до этого места, мы пытаемся выбирать разные маршруты, чтобы было каждый раз интересно доехать до этого же места. Ну, все жители нашего города, они отметили, что та центральная часть бывшей улицы Большой, проспекта Ленина, она как раз-таки сейчас делается с условиями более подходящими для велолюбителей, Да. с велодорожками. Но это только одна часть нашего города. На ваш взгляд, вообще город, он у нас подготовлен для вот такого активного образа жизни? Что бы вы хотели, может быть, пожелать? Какие-то изменения? Конечно, мы вот тоже в курсе про это все, с нетерпением ждем от мала до велика, все велолюбители, да, нашего города. Очень хотелось бы, чтобы вот к этому проекту более внимательно отнеслись, учли все возможности вообще, скажем так, велосипеда, да, чтобы можно было проехать, не натыкаться на бордюры и так далее. Для вас велопрогулки – это хобби выходного дня, или же вы также добираетесь на работу на велосипедах? Да, у нас, мы в основном мы ездим на работу на велосипеде. Вот. У нас вся часть банка, где вот велопарковки у нас стоят, у нас все забито. У нас много кто ездит на велосипедах на работу. И вот мы благодарим руководство Алмаз-Регенбанка, да, что на идею велоклуба АЭП установить велопарковки с удовольствием согласились, и теперь у нас в городе в 2 офисах установлены вот такие вот велопарковки удобные. Ну, а также мы знаем, что Алмаз-Регенбанк выступает спонсором предстоящего велопробега, который состоится 4 сентября совместно с телеканалом Якутия-24. Ну, приоткройте завесу тайны, расскажите, какие призы будут, что интересного подготовили? Да, Алмаз-Регенбанк является генеральным спонсором велодня, и все участники велодня имеют возможность выиграть денежные призы до 50 тысяч рублей. Что для этого нужно? Вот я хочу 50 тысяч рублей. Куда обращаться? Обязательно нужно подойти 4 сентября, принять участие в велодне, да, ну и, конечно же, стать победителями. Регистрация день в день или же можно заранее подать заявку? Заявку можно подать заранее, да. По-моему, даже организатором является Якутия-24 основным, да. Участники вашего велоклуба АЭП также будут принимать участие? Да, да, как раз вот этот велодень, да, это будет для нас первое участие для нашего велоклуба в таких соревнованиях. До этого мы никогда не участвовали. Анатолий, расскажите, почему вы считаете, что нашим горожанам стоит все-таки принять участие? Я считаю, что, во-первых, велоспорт это спорт, он полезен для здоровья, вот, он пропагандирует ЗОЖ, потому что, и мне кажется, даже те, кто не целенаправленно занимается велосипедным спортом, а, допустим, у кого-то дома просто велосипеды лежат, они тоже могут принять участие, и даже родители могут своих детей вывести, потому что там для маленьких детей тоже будет на беговелах вот гонки. Это вот все пропаганда ЗОЖ, и также нужно не забывать соблюдать правила дорожного движения. Вот. Мы всегда, например, спешиваемся. Одна из историй, мы проезжали, как-то перекресток переходили, вот, и там гаишники проезжали. Вот, они увидели то, что мы всей группой мы спешились, и по правилам ПДД начали переходить дорогу, они нам сказали: окей, все хорошо. Они это оценили. Да. Марианна, а вы как девушка, расскажите, во-первых, велотренажеры в залах, во всех фитнес-залах, они самые популярные. Вот вы как девушка, как активная велолюбительница, расскажите о результатах.
Результаты замечательные, да, особенно после долгих велозаездов. Тело сразу подтягивается, да, в тонусе. Как раз-таки, получается, благодаря велоклубу я познакомилась с ребятами из совсем другого подразделения. Вот. То есть это не только как бы ЗОЖ, спорт и так далее, но и знакомство с другими людьми, у которых тоже со схожими интересами. Это очень замечательно. И вот как девушка, дайте свои советы тем, кто в первый раз будет во время велодня принимать участие. На что стоит обратить внимание, к чему стоит готовиться, что дополнительно с собой взять, одеться. Вот ваши советы как профессионалов этого дела. Если вы решили принять участие на долгое расстояние, да, от 26 километров и больше, то обязательно позаботьтесь о мягкости сидения, да, о перчатках, потому что это самые такие основные места, которые могут пострадать по неопытности, да, велолюбителя. Вот. Ну и, конечно же, обязательно удобная одежда, кроссовки. Это обязательно побеспокойтесь о безопасности. Это обязательная каска, шлем, да, наличие. Вот. Но и хорошее настроение. Большое вам спасибо. Мы также будем внимательно следить за вашим велопробегом и также призываем всех наших телезрителей активно принимать в этом участие. Ну а время новостей подошло, и мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Доброе утро, в эфире новости. Подготовка к отопительному сезону в Якутии проходит в штатном режиме. В 11 районах произведен запуск котельных. В жилищный фонд Якутска подадут отопление до 5 сентября. На особом контроле находится вопрос с завозом топливно-энергетических ресурсов. На текущий момент завоз составляет 59,5%. Завоз топлива будет обеспечен до октября. В ближайшие дни отопительный сезон начнется во всех арктических районах республики. В городе Якутске планируется запустить отопительный сезон с 1 сентября. Это социальные объекты, ну и до 5 сентября по всему жилфонду города Якутска. В целом подготовка в республике проходит в штатном режиме. На особом контроле министерства и надзорных органов находятся вопросы, связанные с получением актов и паспортов готовности непосредственно муниципальных образований. 3 сентября в России состоится День диктанта Победы. И вот уже 4 года наша республика является лидером по количеству участников на Дальнем Востоке. Диктант, как всегда, пройдет в виде теста из 25 вопросов. На выполнение задания будет отведено 45 минут. В этом году в республике подготовлено 655 основных площадок и 74 резервные. Диктант можно будет написать в библиотеках, клубах, домах культуры, а также в поликлиниках и больницах. Кроме того, можно пройти испытания и в онлайн-формате. На сегодняшний день заявки на участие в диктанте подали более 3000 якутян. Зарегистрироваться на диктант Победы можно через сайт диктантпобеды.рф. Мы, Республика Саха-Якутия, помним, чтим память о воинах, героях Великой Отечественной войны и понимаем, что уважительное отношение к истории – это передача ответственности молодому поколению, истории нашей страны, истории республики. Это важно сегодня. В Якутске на базе кадетской школы прошел турслет поколений «Зорница Челлендж». Участие в нем приняли 8 команд из различных районов республики, в том числе и 2 команды из столичных городских округов. Мероприятие стало возможным благодаря средствам гранта главы республики. Турслет проходит уже в 3-й раз, но в этом году организаторы решили изменить формат и пригласили в команды представителей 2 поколений. 4 человека в возрасте от 55 до 70 лет и 4 человека до 35 лет. Во время слета команды проходили полосу препятствий, стреляли из автомата, соревновались в метании гранат. Также жюри оценивало обустройство палаток, приготовление самого оригинального походного бутерброда и исполнение песен под гитару. И мы решили
что в команде из 8 человек 4 человека это будут люди старше 55 и до 70 лет, и 4 человека это молодежь до 35 лет. Я пообщалась с делегацией Хангаласского района, Горного района, Мегина Хангаласского района, и они говорят, что именно такие составы команды очень актуальны, да, и, в общем-то, молодежь совсем по-другому, наверное, смотрит на свое старшее поколение, и я думаю, что эту тему нам вообще надо развивать. На этом все. Хорошего дня. Большое спасибо, Валерия. У школьников сегодня последний день длинных летних каникул. Многие окрепшие, выросшие возвратились из лагерей отдыха, а в Мирном на днях отметили круглую дату – 60 лет со дня создания детского лагеря «Орленок». На протяжении 60 лет каждое лето в лагере отдыхает более 500 ребят из Алмазного края и соседних районов. 1962 год. Виктор Тихонов с первыми воспитанниками «Орленка». Место для лагеря на берегу Батобии первый директор треста «Якуталмаз» выбирал лично. Тогда, в 60-х, дети жили в палатках, а воду для нужд лагеря возили на лошадях. Спустя 6 десятилетий «Орленок» – место, где летние каникулы мирнинцы проводят поколениями. Наталья Гусейнова не раз отдыхала в лагере еще на берегу Батобии. Годы спустя ее дочь также воспитанница «Орленка». Атмосфера была такая же, веселая. Мы все очень были дружны. У меня осталось даже много друзей, кто со мной был тогда в «Орленке». Я помню свое детство, с удовольствием вспоминаю. И когда сюда приезжаю, каждый раз какая-то такая ностальгия светлая. Светлая ностальгия по «Орленку» у тысяч мирнинских детей. На протяжении 60 лет каждое лето в лагере отдыхают более 500 ребят из Алмазного края и соседних улусов. Директор культурно-спортивного комплекса Матрена Скрябина также была воспитанницей лагеря. Лагерь был совсем не такой, потому что те корпуса, которые мы видим, были построены управлением капитального строительства в 2000 году. Вот то, что мы видим, вот эти красивые, замечательные корпуса с красными крышами, это постройка 2000 года. Лагерь, конечно, был другой, но я знаю, что был большой дом культуры, тоже был стадион, но тогда еще не было забора. Вот в чем было большое отличие. И мы ходили с вожатыми купаться на речку, и у нас даже было самое яркое воспоминание – это поход с ночевкой в лес. От палаток до благоустроенных корпусов изменился лагерь за долгие 60 лет. Продолжает меняться и сейчас. В планах освоить земельный участок рядом с лагерем. Там проложат дорожки, чтобы дети могли кататься на велосипедах, самокатах, учиться правилам дорожного движения. Хотел бы, чтобы «Орленок» дальше процветал. И для нас, наверное, отношение компании к детям в целом и детям Мирнинского района – это, наверное, некий показатель нашей всей социальной политики. Вместе с юбилеем в лагере отметили окончание 3-го сезона, последнего в этом году. Анна Винокурова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Ребята после такого полезного и веселого отдыха возвращаются в школьную жизнь. И задача родителей не только обеспечить своих чад учебниками, тетрадями, но и подготовить морально, а главное правильно нацелить на выбор будущих профессий. Похоже, родители героя нашего следующего сюжета отлично с этим справляются. 11-летний Артур Афанасьев из Санкт-Петербурга установил национальный рекорд, став самым юным системным администратором страны. По словам Артура, он питал интерес к компьютерам еще в раннем детстве. В 7 лет мальчик написал программу приветствия, которая включалась при запуске домашнего компьютера. И еще через год вундеркинд начал проходить обучение в Питерской академии цифровых технологий и в 9 лет пошел на программу «Системное администрирование». Мама мальчика Олеся рассказала, что через месяц занятий педагог поинтересовался, точно ли Артуру 9 лет. В 7 лет мы ему купили компьютер. И он уже в этом 7-летнем возрасте, скажем так, влез в системные файлы и создал там первую свою программу. Он заставил компьютер при включении с нами здороваться. Да. И это для меня было, конечно, очень необычно. И ребенок очень активно этим увлекался, настолько, что он, когда пришел в Академию цифровых технологий уже, педагог, который позанимался с ним буквально месяц, пишет нам вопрос. Скажите, ему точно 9 лет? Я говорю, точно. Он может выступить на WorldSkills? Мы хотим выставить его вне конкурса. Конечно, может. Мы с удовольствием поучаствуем.
То есть он вот настолько был увлечен, настолько он был вовлечен во все эти компьютерные вопросы, что у него это 24/7. После 3 лет обучения в Академии цифровых технологий Артур стал заниматься обслуживанием персональных компьютеров. Мальчик меняет термопасту, частично изменяет оперативную память, ремонтирует комплектующие компьютера. Я больше интересуюсь как раз не играми самими, а, например, как они устроены, например, их код, и что они задействуют в компьютере больше всего. Например, также я вместо того, чтобы просто на компьютере работать, я его еще изнутри разнообразно модифицирую. Для жюри реестра рекордов России он продемонстрировал свои навыки подключения удаленного рабочего стола, чем и заслужил звание самого юного сисадмина. Я планирую поступить в университет, а потом пойти работать системным администратором или программистом. Тоже занимаюсь этим. В целом, в его возрасте с таким объемом знаний и такой объем навыков в нашей практике еще никто не получал. Вот. Его можно оценить как уверенного, успешного ученика, прошедшего, в общем-то, всю нашу образовательную программу по системному администрированию, соответственно, в наиболее юном возрасте. Помимо записи в Книге рекордов России, на счету Артура есть и другие награды. Например, статус призера Национальной технологической олимпиады в сфере технологий для человека и участие в соревнованиях профессионального мастерства WorldSkills Russia вне конкурса. Ну что, друзья, двигаемся далее. Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире и всегда рады вашей обратной связи. Все это сделать можно через телеграм-канал «Утро Якутии», а также написать нам по номеру телефона 8 914 273 44 88. Делитесь своими эмоциями, впечатлениями, рассказывайте, как прошло ваше лето, как вы подготовились к 1 сентября, ну и, конечно же, поздравляйте своих родных, близких и важных вам людей со значимыми для них датами. В это утро к нам пришло замечательное сообщение. Доброе утро! Хочу передать привет сестре Ивановой Екатерине Петровне. Привет и пожелать ей хорошего дня. Твоя сестренка Настя. Большое спасибо вам за то, что вы принимаете участие в нашем эфире. И мы, конечно же, желаем вам всем также хорошего и отличного дня. А тем временем наши телезрители уже делятся с нами фотографиями своего лесного урожая. Наша постоянная телезрительница отправила нам вот такую фотографию. И заодно еще и поздравила своего супруга с днем рождения. Правда, вот она забыла написать имя супруга. Но мы надеемся, что хотя бы по фотографии грибов супруг узнает ее. Ну и сама жена выйдет на связь. И мы тоже поздравим нашего телезрителя. И, пожалуйста, не забывайте писать имя человека, которого поздравляете. Еще одна телезрительница Маргарита делится красивыми фотографиями природы Абыйского улуса. Желает всем жителям и телезрителям отличного дня, рассказывает, какая погода, ну и делится эмоциями и впечатлениями о прошедшем лете. Сегодня, друзья, конец лета. Лето нынче богато ягодами, грибами. Спасибо за лето всем нашим телезрителям. Пишите нам на наш телеграм-канал и по номеру 914 273 44 88. Отправляйте фотографии своей тихой охоты. Ну а завтра мы уже поделимся результатами этого лета в нашей передаче. Ну и Екатерина Винокурова специально для вас отправится в лес со специалистом по грибам Людмилой Михалевой и расскажет, какие грибы полезные, какие и с какими что можно делать. Так что завтра обязательно смотрите. Мы расскажем о нововведениях нового учебного года, ведь завтра уже первый учебный день. Еще мы дадим советы, как правильно собрать ранее школьников, что в нем должно быть и чего быть не должно. В общем, друзья, начинайте свой день правильно вместе с нами, с программой «Утро Якутии».